Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Кто виноват и что делать? Наш телеканал начал собственное расследование по факту избиения детей в опекунской семье в Якутске. Сердечно-сосудистая угроза. В Алданском районе 150 человек каждый год попадают в больницу с подозрением на инсульт. На какие симптомы надо обращать внимание? ОСАГО онлайн. Электронный полис страхования авто теперь можно оформить через интернет. Спутник, кабель, цифра или интернет. Какие способы просмотра телеканалов НВК Саха Якутия-24 выбирают наши зрители? Сюжет из Хангаласского района. Заглянуть в будущее. В Нерюнгри провели форсайт-сессию в технопарке. Обсудили новую повестку развития Южной Якутии. Новые маршруты. Компания Seven совершила первый перелет из Новосибирска до аэропорта Полярный в Удачном Мирнинского района и обратно. Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам прошлого года. Как и в 2017 году, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефти- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля. На втором месте по-прежнему остается сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час. Замыкает тройку производства нефтепродуктов. Там в среднем получают 735 рублей в час. В то же время наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы возросли на 23% до 260 рублей в час. В лекарствах от давления могут скрываться вызывающие рак токсины. Росздравнадзор отправил российским и зарубежным производителям медикаментов письма с требованием проверить таблетки от повышенного артериального давления на наличие токсичных компонентов. Федеральная служба подозревает, что в российских аптеках могут продаваться Валс, Нортиван, Диаван, Микардис, Кандисар, содержащие в своем составе вещество из группы сартанов валсартан. В 2018 году Росздравнадзор уже отзывал из оборота более 8 миллионов пачек лекарственных препаратов на основе валсартана. В Алданском районе 150 человек каждый год попадают в больницу с подозрением на инсульт. Наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина о том, на какие симптомы нужно обращать внимание прежде всего и реально ли уберечься от инфаркта и инсульта. Рассеянность сознания, онемение конечностей, нарушение координации движений, гримаса вместо попытки улыбнуться, чувство оглушенности и ослабление зрения. Порядка 1,5 сотен человек ежегодно обращаются в больницу с жалобами на симптомы, типичные для инсульта, нарушение мозгового кровоснабжения, приводящего к гибели клеток мозга. Фактически, будем говорить, 90%, 95% госпитализируются со всего района в Алданскую ЦРБ. 1/5 выживших после удара нуждается в уходе. Полностью восстанавливаются лишь 20%. Инсульт страшен непредсказуемостью. Вопреки бытующему мнению, гипертония не единственная предпосылка возможных сосудистых проблем, приводящих к инсульту факторов свыше 200. В структуре смертности сосудистые расстройства занимают 2-е место. Основные заболевания, которые приводят к инсультам, это, конечно, заболевания сердечно-сосудистые. Это перенесенные инфаркты миокарда, гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, сахарный диабет, нарушение липидного обмена, атеросклероз. Наряду с инсультом одной из главных причин инвалидизации населения является инфаркт, одна из форм ишемической болезни, протекающей с некрозом участка миокарда. В большинстве случаев инфаркты встречаются у людей после 40 лет. В структуре перенесших удар 2/3 от общего числа составляют мужчины. Ежегодно регистрируется порядка от где-то, наверное, 55 до 70 инфарктов. По-разному, в разные годы. Допустим, если 2016 год, это где-то 72 инфаркта пролежало, 2017 55 инфарктов. Удар не настигает внезапно. Первые звонки раздаются за несколько дней или даже недель. Впрочем, в большинстве случаев люди предпочитают эти звонки не слышать.
Самое раннее, наверное, это вот у мужчин такого нормального трудоспособного возраста, вот, при полном, в общем-то, благополучии появляется слабость, утомляемость, плохая переносимость физических нагрузок. Ну и дальше, конечно, это боли. Вот характерные боли, давящие, сжимающие за грудиной, нижняя треть грудины после физической нагрузки и проходящие в покое. Показатель сердечно-сосудистых заболеваний особенно высок в промышленных районах, и Алданский не исключение. Однако состояние экологии далеко не единственный фактор. В числе причин, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям, вредные привычки, лишний вес и малоподвижный образ жизни. Риск развития инфарктов и инсультов минимизирует здоровый образ жизни. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Более 20 якутян пострадали от укусов клещей. Роспотребнадзор сообщил о зарегистрированных случаях в Ленском, Нерюнгринском, Алданском и Хангаласском районах. По последним данным, в больнице обратились 23 человека. Всем ввели иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Также в ведомстве отметили, что случаев заражения от паразитов не зарегистрировано. Телеканал «Якутия-24» начал собственное расследование по факту избиения детей в опекунской семье. Там двое малолетних мальчиков подверглись жестокому обращению. Родная тетя этих детей обходит все инстанции, чтобы забрать племянников к родной бабушке. Репортаж Сусанны Рожиной. Сейчас решается дальнейшая судьба 4 сирот, 3 мальчиков и их сестренки, которые после смерти родителей находятся под опекой у дальней родственницы. При этом мальчики проживают в Якутске с тетей и ее семьей, а их сестренка у престарелой родственницы в деревне. Социальные сети всколыхнуло видео плачущего мальчика, который жалуется на избиение со стороны мужа опекунши. Ага, маннык. Я ничего не говорила, а каротон канган девица. Да? Аяк такан так вот да. Да? Родная тетя детей написала заявление во все инстанции и добивается лишения опекунских прав на детей. Она требует, чтобы племянников отдали родной бабушке, которая ранее также претендовала на опекунство. Дети сейчас находятся в реабилитационном центре по Маганскому тракту. Я каждый день езжу. Сегодня тоже должна ехать после работы. И каждый день буду с ними встречаться, видеться. Буду смотреть, как у них состояние психологическое. Хочу добиться справедливости, чтобы дети жили в нормальных условиях, чтобы любви и ласки, и чтобы передали детей настоящей родной бабушке с дедушкой, которые проживают в Сумпарском улусе, село Харо. До сих пор непонятно, по какой причине дети были переданы дальней родственнице, в то время как родные бабушка и дедушка были готовы их принять и оформить опекунство. Сейчас проводится служебная проверка органами опеки, СУСК и МВД. 1 июня от гражданки С поступила информация в органы внутренних дел о том, что ее племянников, с ее племянниками жестоко обращаются опекуны. В ходе выезда сотрудников органов внутренних дел совместно с органами опеки было выявлено о том, что супруг опекуна жестоко обратился с опекаемым ребенком. Круглым сиротам по достижении совершеннолетия по закону полагается отдельное жилье. Возможно, по этой причине тех, кто желает оформить опекунство, немало. Однако должный уход и заботу проявляют не все. Этот случай далеко не первый, когда в опекунских и приемных семьях жестоко обращаются с детьми. Отсюда возникает вопрос, почему ответственные лица не контролируют эти семьи регулярно. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. К другим новостям. В руслах рек Ленского бассейна находится почти 300 затопленных судов. Проблема на сегодня стоит острый. Вопрос обсудили сегодня на круглом столе под названием «Сохранение реки Лены в приоритеты национального проекта». Все подробности у нашего корреспондента Юрия Осипова.
Сейчас, по словам специалистов Министерства экологии, одна из важнейших задач республики – это ликвидация ущерба прошлых лет. Так, сегодня в руслах рек Ленского бассейна находится почти 294 затопленных судна. Из них у 250 не определены собственники. Из-за этого остро стоит вопрос об их подъеме. Запросим Генеральную прокуратуру, чем прокуратура может помочь в части определения статуса, кто должен подать в суд на определение вот такого вот бесхозяйного статуса этих затонувших судов, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас, конечно, никто просто так не решится забирать этот металлолом, но это было бы и неправильно, потому что может где-то присутствовать собственник, а лишить собственности можно только через суд в соответствии с Конституцией. Данная проблема на сегодня в республике является одним из приоритетных направлений в области охраны окружающей среды. В этом проекте мы предусмотрели мероприятия по поднятию затонувших судов. До 2024 года мы можем поднять 82 затонувших судна. Также экологическую опасность несет слив неочищенных сточных вод. Сегодня в республике их доля составляет 39%, при общероссийском уровне в 34%. По сообщению Министерства экологии, в 28 населенных пунктах, расположенных на берегу реки Лена, отсутствуют канализационно-очистные сооружения. Определены конкретные индикаторы, которые будут позволять улучшить состояние и качество сбрасываемых сточных вод. Предполагается принять мероприятие, осуществить мероприятие в Республике Саха-Якутия по линии Министерства ЖКХ, чтобы обеспечить достаточность качества сбрасываемых вод. В предлагаемый правительством республики проект включены мероприятия на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Туда вошли работы по очистке акватории реки Лена от затонувших судов и строительство канализационно-очистных сооружений. Помимо этого, работы по укреплению разрушаемых берегов и населенных пунктов, расположенных на берегу реки Лена. Юрий Осипов, Джилстан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Хангаласский Улус, Якутск. Вернемся через 1 минуту паузы. Смотрите далее в программе «Итоги дня». ОСАГО онлайн. Электронный полис страхования авто теперь можно оформить через интернет. Спутник, кабель, цифра или интернет. Какие способы просмотра телеканалов НВК Саха-Якутия-24 выбирают наши телезрители. Сюжет из Хангаласского Улуса. Заглянуть в будущее. В Нерингре провели форсайт-сессию в технопарке, обсудили новую повестку развития Южной Якутии. И новые маршруты. Компания Seven совершила первый перелет из Новосибирска до аэропорта Полярный в удачном Мирнинского района. Итоги дня на Якутии-24. Продолжаем выпуск. Накануне Якутия и еще 35 регионов России перешли с аналогового на цифровое вещание. Итоги первого дня после перехода подвели на совещании с районами республики в формате видеоконференции. Ажиотажного спроса на цифровые приставки пока нигде не наблюдается. Запасы имеются практически во всех районах, в некоторых сделаны дополнительные заявки через почту. К слову, в филиал Почты России поступила дополнительная партия в 400 приставок, которая в ближайшие дни будет распределена по районам и улусам. Также по итогам совещания принято решение увеличить количество волонтеров в Якутске и пригороде еще на 50 человек. Это для оказания помощи в подключении цифрового ТВ. Спутник, кабель, цифра или интернет жители Хангаласского района выбирают все доступные способы просмотра наших телеканалов НВК Саха и Якутия-24. Наш корреспондент Виолетта Засимова пообщалась с несколькими нашими телезрителями и узнала, что они предпочитают. Еще до масштабного перехода всей страной на цифровой формат вещания добрая половина жителей республики определилась со способом просмотра своих любимых телеканалов. Кто-то провел кабельное, а кто-то установил спутниковую тарелку, а кто-то уже перешел на онлайн-просмотр ТВ-передач. Например, житель села Актемцы Михаил Засимов, постоянный и давний зритель телеканала НВК Саха, заранее позаботился о непрерывном просмотре любимого телеканала, но и не забыл о переходе на цифру. НВК Саха я смотрю обычно на кухне, у меня подключен Ростелеком. В зале цифровые каналы смотрю.
Самый северный африканец, преподаватель из Покровска Марк Бабатунде, у которого есть свой канал на YouTube, предпочитает смотреть местные выпуски новостей через данный видеохостинг. Благо, у телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24» есть свои каналы на YouTube. Отдельно на якутском языке и на русском. Туда ежедневно выкладываются выпуски новостей и наиболее интересные сюжеты. После работы, когда отдыхаю, я смотрю Якутия-24 через телефон. Я обычно смотрю новости. Телевизор на даче – это уже не роскошь, а бытовая необходимость. Чтобы и за пределами города быть в курсе новостей республики, дачники могут установить спутниковую тарелку. Конечно, надо будет потратиться на ее установку, но это разовая трата. Затем абонентская плата в месяц будет составлять всего пару сотен. Телеканал НВК «Саха» есть в пакетах операторов «Телекарта» и НТВ+. Ну и не стоит забывать, что правительство России пошло навстречу региональным телекомпаниям и продлило сроки лицензии на аналоговое вещание в нашей республике и в ряде других регионов страны. Так что телеканалы НВК «Саха» и «Якутия-24» все еще доступны в режиме аналогового вещания, пока окончательно не решится вопрос о включении в федеральный цифровой мультиплекс. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Правила субсидирования авиарейсов между регионами обновил Минтранс России. Авиакомпании смогут заключать договора на участие в программе на 3 года вместо одного, как было раньше. Заявки на получение маршрута в рамках программы можно будет подавать до 1 октября вместо 1 декабря. Также благодаря изменениям будет увеличен размер субсидий на труднодоступные территории за счет увеличения повышающего коэффициента. Электронный полис страхования ОСАГО теперь можно оформить через интернет. Это будет ровно такой же страховой документ, как и печатный полис. Все подробности у нашего корреспондента Руслана Варламова. Преимущество онлайн-страхования в том, что идти в офис страховой компании не понадобится. Можно зайти на сайт через любое устройство с доступом в интернет, пройти регистрацию в личном кабинете, рассчитать стоимость, оформить и получить документы на электронную почту. Все вот эти инструкции вы читаете внимательно и ознакомливаетесь с инструкцией, нажимаете «Перейти к оформлению ОСАГО». По состоянию на 3 июня 2019 года всего по стране было оформлено 235 165 электронных полисов, в том числе 36 491 электронный полис по Якутии. Электронные полисы ОСАГО отличаются уникальной серией. Она не имеет аналогов среди бумажных свидетельств. Кроме того, в ней содержится вся важная информация по страховому договору. Сроки, модель, марка транспортного средства, в том числе список водителей, допущенных к управлению. Они, собственно, отличаются только тем, что напечатаны на разных материалах. Распечатанную страховку на простом А4 нужно брать с собой. В случае проверки документов инспектором ГИБДД нужно будет просто предъявить эту бумагу, в которой есть и номер полиса, и название страховой компании. Этой информации достаточно, чтобы проверить полис по базе данных ОСАГО. Для проверки его подлинности инспектора дорожно-патрульной службы пользуются сервисом МВД России. Гражданам, в свою очередь, можно, как рекомендовать, проверить такой полис. Есть общедоступный сайт, российский сайт страховщиков, РСА так называемый. Для того, чтобы проверить подлинность, необходимо ввести государственный номер машины и ВИН-код автомобиля. Несмотря на большое количество положительных сторон у электронного ОСАГО, можно выделить и ряд минусов. Например, оформить могут только те граждане, информация о которых уже содержится в базе данных РСА. А значит, онлайн-заказ полиса недоступен для водителей-новичков. При допущении хотя бы одной ошибки при заполнении формы на сайте электронный документ могут признать недействительным, так как предоставление неверной информации незаконно. Также возможны задержки компенсации или вовсе отказ страховщика производить выплату. Именно поэтому после получения полиса следует тщательно проверить данные. В случае обнаружения неверных сведений сразу же исправить все неточности. Руслан Варламов, Григорий Охлопков, Якутск. Компания Seven Airlines совершила первый перелет из Новосибирска до аэропорта Полярный в удачном Мирнинского района и обратно. Этот рейс станет регулярным, 2 раза в неделю, рассчитан на 78 человек. Время в пути около 3 часов. Об удобстве и, что самое главное, стоимости этих билетов расскажет наша коллега Ирина Балкова.
Вдали еле слышен рев двигателей. Минута, и авиалайнер компании S7 Airlines совершает посадку в аэропорту Полярный. Яркая ливрея сразу отличает его от привычных для этого аэропорта самолетов. Событие для местных жителей, можно сказать, историческое. Это первое прибытие воздушного судна компании Seven в аэропорт Полярный. Поэтому и ждали его здесь по-особому. Экипаж из 2 пилотов и 2 бортпроводников встречали аплодисментами, музыкой, хлебом с солью и кумысом. Настоятель храма Серафима Саровского благословил экипаж и пожелал безаварийной работы. А глава города, представители партии «Единая Россия» преподнесли сувениры в память об их первом рейсе в приполярный город. В целом, сами пилоты и пассажиры, прибывшие из Новосибирска, полетом остались довольны. Залетели замечательно, по пути не болтало, посадка была мягкой, пассажиры, надеюсь, все довольны. Самолеты более современные, у них применяются процедуры снижения шума для того, чтобы ни птиц, ни зверей, ни людей не беспокоить в процессе своих выполнения полетов. Все пилоты у нас имеют квалификации согласно требованиям нормы КАУ, все подготовлены к полетам во всех условиях, которые позволяют безопасно взлетать, выполнять полет по маршруту, приземляться во всех аэропортах. Увеличение авиарейсов позволит удаченцам и айхальцам выбирать новые маршруты поездок. Также они надеются, что хоть как-то решится проблема с нехваткой билетов. Ведь зачастую, чтобы улететь летом в отпуск, им приходится идти в авиакассу уже зимой. Новосибирск сейчас это очень серьезный российский аэропорт-хаб. Место стыковок, множество в общем-то, рейсов, выполняющих с запада на восток, с востока на запад. И, значит, вот наш рейс, который будет выполняться из Полярного, значит, он имеет более 50 удобных стыковок практически со всеми крупными городами России и дальнего и ближнего зарубежья. Кроме того, пассажиры говорят, дорога станет комфортнее. Ведь раньше приходилось сначала добираться до Мирного, а уже оттуда вылетать регулярными рейсами в дальние города. Хотя цены пока не маленькие. Я могла полететь на 17 тысяч, да, я заплатила 26 тысяч. Разница 9 тысяч, это очень много. Это только до Новосибирска или состыковочной? Нет, состыковочной до Челябинска я оплатила, допустим, 26 тысяч. А обратную дорогу я оплатила уже 36 тысяч. Это будет в августе. Авиалайнер, прибывший в этот день, рассчитан на 78 пассажиров. Если из Новосибирска он прилетел не с полной загрузкой, то на обратный путь почти все билеты были уже раскуплены. Ирина Балкова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Реконструкция площади Ленина в городе Ленске идет полным ходом. Решение провести работы приняли сами ленчане, проголосовав в прошлом году в конкурсе «Городская среда» за изменение облика Ленска. Там ведут разметку площади, планировку территории и отсыпку грунта. Местами идет снос старого бетонного покрытия и заливка нового. Главные символы эпохи Советского Союза, памятник Ленину, демонтировали и это ждет установки на новое место. По плану строительство пройдет в 2 этапа и завершится в следующем году. Градостроители и архитекторы ожидают, что эта территория кардинально изменится и станет новым украшением города Ленска. Мы должны обустроить площадку в виде приподнятой площадки для проведения каких-то мероприятий. Это вдоль улицы Ленина, место трибун, но и обустроить входную зону в городской парк культуры и отдыха. Сами архитектурные, художественные решения очень интересные. Покрытие, оно выполняется с нанесением цветного рисунка, но и будет также применена тактильная плитка. В Якутске завершился 2-й этап детского конкурса «Язык предков». Конкурс организовал экологический центр компании «Алроса». Цель – сохранение и поддержание исконных традиций коренных народов Якутии. Организаторы уже отсмотрели более 100 выступлений в Мирном и Якутске. Далее комиссия поедет в Вилюйскую группу районов. Финал конкурса, где выступят лучшие участники, состоится в столице Алмазного края в ноябре текущего года.
Я, начиная с детского сада, участвую в различных всероссийских международных конкурсах и всегда читаю басни Василия Васильевича Ушницкого-Секи, который очень старый, мудрый, учитель учителей, всеми любимый наш писатель Намского Луса. В этой басне я читаю про птиц, которые забыли язык предков, и из-за этого они, можно сказать, страдают. В Нерюнгри состоялась форсайт-сессия под названием «Новая повестка развития Южной Якутии. Технологии, бизнес, кадры», рассказывает Сергей Козюра. Форсайт-сессия – это активное мероприятие, в котором посредством командной работы и различных игропрактик участники смогут заглянуть в будущее, спрогнозировать угрозы, создать сценарий развития событий, программы и проекты, а также определить новые направления для развития. Мероприятие это было приурочено к 5-летию создания филиала технопарка Якутия в Нерюнгри. И мы видим, что люди очень горят желанием что-то менять, что-то сделать, предлагают новые какие-то свежие идеи. То есть мы сами даже не ожидали такого от них. Глаза горят, люди фонтанируют, просто их не остановить. Мы соберем все идеи, которые люди придумали, и сделаем некую дорожную карту развития Южной Якутии. Участниками сессии стали представители органов власти, институтов развития, образовательных учреждений и бизнеса, всего 22 человека. Ольга Юрьевна работает педагогом бизнес-клуба в Центре развития детства и юношества. Она считает, что форсайт-сессия дает по-новому взглянуть на перспективу развития региона. Мне как педагогу, допустим, интересна манера преподавания, манера ведения этого мероприятия. И возможно, что я смогу с детьми что-то подобное хотя бы на занятиях выполнить. Взять тенденции развития каких-то новых технологий, подачи материала, дорожная карта и вот эти все перспективы, горизонты развития. Думаю, что каждый ребенок, это для него будет актуально и нужно. Вот эти навыки в его реальной будущей жизни. Форсайт-сессия прошла продуктивно. Было озвучено много интересных идей и путей их реализации. По итогам конструктивного общения были сделаны выводы и намечены планы по новой повестке развития Южной Якутии. Технологии, бизнес, кадры. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.